Քուզունամն Ռեսպուբլիկայի գեներալուն պրոկուրորը կստեմղոտ կայֆացի ու բնդուրել պատսաղաdı salak բիբլտանատոլիա կոնստիտուցիոն բորթայ պայդագանգիա նրդիկ կախատ պարլամենտմա բավդստա գեներալուն պրոկուրորը բնատմա կանդիդատուրա վեյու բագաթը մագամիտ վազարտոլլավեն կանամ Վիտալի Սավչենկայ կանդիդատուրա կայնարայստա պարլամենտարի թերազը ձինատ նրդիկ կա կանդիդատուրամա դեպուտատոն կորպուսար կասանդասպոնեմ ղոդմա նրիդագան կոմիտետունով ֆեցավիե ֆադլ Ettagун պոլիտիկա մախսան պարլամենտուն ախաստ ֆադլ պարլամենտուն կոմիտետուալ վարծող խոցակի մասկալաս կուտացը ֆարստլ վողսպունտ Իննա կոմիտետատար բոլխնցքանձը սա պոզիցիամա ֆորսմա արկաստան պարլամենտե պրեզիդիում Անարգավգա մեդիցինունը խոսբոքանն խաշջենու ալքացը մեդիցինուն կուսակդար ծովարֆանդը քարու ավակ թխսրինչին ամքը բոխաթավատ ավտա ամունը նա ռեսպուբլիկա ըմբաստակտնանիզնոտ կաղկանն ֆադլ զակուն սոցիալուն պոլիտիկա մանանիզնոտ կաղկանն օդ ֆադլ պարլամենտուն կոմիտետ ռաբոտը սայրակտի մավետ ացեֆադզդախանը պարլամենտը սարդարը խադիվակ պլիթը Ալեքսանդր Ակցեն սվարտաստոմատոլոգիոն службе արաջեց ծավերցը դուվել սվալուն բոքունդաուտ ստրստիմա դանդոջ դուխտր մամե դուխտր ռոզդախտա զարգամամնայ սվալատիմա կուսնը սերտիֆիկատ Ստոմատոլոգիոն պոլիկլինիկայի գաստ սերտիֆիկատ ու վիգավար ռախաստո դուխտերն թխսվալուն կայ ազդախտովի թխե դուխտեր կաստ բոլավարտո տարխունդումը ամա պրոցես ռամբլտա Կոմիտետը կստխայադիստ անայզնատ կաղկաննոդը մինիստրը խադիվակ նոնիտը սոսլան ու յակոդը բանսան կոտա մեդիցինուն կուշը սերտիֆիկացի ամա ակրեդիտացի զակունուն բնդուր տֆադել ամա անանիզինոդը ֆադեջը զակատե խոցակտե արազգե պոլիկլինիկայի գասրոյսկա մոզալտա բանմոտ տարաստыл Касательно сертификации, аккредитации и тому подобное. Значит, федеральным законом 323/2011 года Российской Федерации в основах охраны здоровья граждан регламентирован процесс сертификации специалистов. С 1 января 2021 года действие этого закона в части касаемой сертификации прекращено. Сертификация прекращена, начала аккредитация специалистов. Механизм аккредитации еще не прописан, не проработан, и аккредитация, и в связи с этим есть приказ министра здравоохранения 58Н Российской Федерации о наложении моратория на аккредитацию специалистов. Мораторий наложен до июня 2021 года. Для того, чтобы проработать те дальнейшие механизмы аккредитации. Вместе с тем в приказе указано, что лица, имеющие сертификаты, действие сертификатов продлевается на год. Это касательно того, сможем ли мы сертифицировать, уже аккредитировать специалистов. Мы этого сделать не сможем. Это первое. Касательно решения суда. С решением суда я ознакомлен, с документациями, регламентирующими внутренний распорядок работы стоматологической поликлиники я тоже ознакомлен, в частности ознакомлен с обязанностями врача стоматологии. В обязанностях в одном из пунктов прописано оказание неотложной помощи населению Республики Южная Осетия. В категорию населения входят также и дети, вне зависимости от возраста. То есть там нет уточнения. Помощь неотложная. К неотложной помощи относится острая боль. Обязательно. Верно, Леша? Относится острая зубная боль. Поэтому вот это решение суда у нас есть, но законодательство позволяет нам его обжаловать. И что я и рекомендовал сделать главным врачом, ссылаясь как раз на пункт об обязательствах оказания неотложной помощи, в частности острой боли, населению Республики Южная Осетия и детям, в частности, как в группе, составляющей это население. Поэтому я предлагаю подать встречный иск с пересмотром решения суда, привести опять все аргументы, может быть, попрошу какого-то участия дополнительных специалистов этой области. Да, считаю правоту за стоматологической поликлиникой. И дальше, уже исходя из принятого решения, судебного решения окончательного, мы будем в соответствии с этим уже действовать. Если оно будет принято, то есть будем каким-то образом адаптироваться под решение суда. Поэтому, резюмируя,
подготовить специалистов из тех, кто у нас есть, возможности не представляется. Мы можем привлечь специалистов детской стоматологии с уже имеющимися сертификатами, и этот вопрос будет прорабатываться параллельно, там, вне зависимости от судебных тяжестей, решения суда. Поэтому я предлагаю такое решение. Министерство здравоохранения параллельно с руководством стоматологической поликлиники проводит мероприятия по поиску и по найму специалистов соответствующего сертификата, да, и параллельно руководство поликлиники подает встречный иск с указанием того, что этот пункт нам позволяет полагать, что действия главного врача стоматологической поликлиники были законны, не имели права быть. Ացկոդեին ցույ բոլավետ պրոֆիլուն կոմիտետի սարդար պլիթը Ալեքսանդր Դարզագը անարգավգա միլիցիոնը խոսքը ֆադում դավե վադ ռենչին օվար վայե վազով վեցրաստաջը ռենչինը қасмат վայե сайрок. Анестезиолог может начать говорить: я в жизни никогда не работал с детьми, я отказываюсь от них, или глазной там врач скажет, или ухо-горло, в конце концов скорая помощь скажет, приедет скорая помощь и скажет, там, у нас практически, есть специализированная бригада, но она же не всегда к детям выезжает. Приедет ребенок в плохом состоянии, и врач скажет: у меня нет сертификата. Из-за того, что испугается, что когда-нибудь его судья накажет. Этот закон нам позволяет оказывать неотложную медицинскую помощь вне зависимости от деления детского или взрослого специалиста. Это касается не только стоматологов, это касается хирургов. Поэтому обязанности прописаны в соответствии с этим законом. И хирургов, и анестезиологов. И они должны исполняться вне зависимости от какого-то второго мнения, там, касательно какой-то моральной стороны. Есть закон, и нужно действовать в соответствии с этим законом. Ստոմատոլոգիոն պոլիկլինիկայի սայրոք դուխտր պլիթը Վիտալ Яхիրդգե Բոնեսոնգուտա ձերդվխար ցեոխուսակ там գասկարո հաստաուэй. Сейчас пишут, допустим, врач-терапевт детского профиля. Это ввели недавно. Но есть закон, вынесенный парламентом Республики Южная Осетия. Закон о охране труда. И там русским языком написано, об основах написано, что сертификат не является указанием того, что врач-стоматолог-терапевт не имеет права принимать детей. У нас этого нет. Не требуется для этого сертификата. Султан Анатольевич правильно сказал. Этот закон есть, пожалуйста, я его могу показать. И вы меня извините, или мы живем по российским законам, или мы живем по своим собственным законам. У нас есть свой закон, по которому обязаны принимать этих детей. Почему судья поступил так, я не знаю. И сейчас получается председатель поликлиники то, что у меня 18 врачей отказываются от приема детей. Это как понять? А куда я детей дену? 12 400 человек. Куда я их дену? Во Владикавказ, что ли, отправлять? Куда нам? Мы не обсуждаем решение суда, но мы вправе подать встречный иск. Давайте в соответствии с этим и поступим. И второй вопрос, который, в принципе, волнует тоже очень многих людей в стоматологии: когда, наконец, у нас появится ортодонтия. Потому что очень много детей, очень много, в том числе наших избирателей к нам обращаются в этом вопросе, что всех наших детей мы отправляем во Владикавказ. В месяц, 2-3 раза люди должны ехать, как минимум. Вначале я имею в виду, потом месяц 1 раз точно с этой ортодонтией. Были написаны письма в Министерство здравоохранения, где полностью, вплоть до единой копейки, было расписано все, что нам нужно. Нам нужно где-то в районе 2 200 000 рублей, чтобы отремонтировать кабинет, закупить 2 стоматологические установки. Кадрами мы в Южной Осетии обеспечены. У нас есть свои дети, врачи-ортодонты. Кстати, они приходили сюда в парламент, Гаглоев приходил, которые закончили в Москве и имеют прохождение ординатуры, имеют сертификаты на право работы. Их 6 человек на сегодняшний день, которые просятся на эту работу ортодонта, но, к сожалению, у нас нет кабинета. Поэтому мы вынуждены детей в диспансеризации, Александр Михайлович, значит, позапрошлого года на учете стоит где-то в районе 3600 человек. 3600 человек.
Արտոդոնտը անամանqavակ ձինոտտար ցաստունգաունա ռեսպուբլիկա երթամին խսասսադա ադայմոջկայ ալքաման ռեսպուբլիկա տամոցան ֆոդատտնայ ումագասկանան նվսիս ացֆորսկայ օսկոցոգուձան բնոթե ցատտականմա արվիտին սարնիկայ qavnri dagan kutbonison chindad xsas specialististe atsukustı çiyor xaya axamta Սարդգուն թավդբունտը կուդայ զունամ ադամը ուղորզունդար բնատտաստը դոմբլ գարատտա ազայոզմա խոզդար նոյան əmə դոմբլ գարունդ էրիտորիտականınց եմ բանտան միդագայ կատտաֆանդը բոուլաֆնվատ բոֆիդը մաթաբուովսի ասուավարել չսլգա երցախորստը ադամ ֆալաբանը սոնկանն qavemə դոմբլ տազակ ունում բնդուրելստը ադաման սախի արենդատարան եֆադիկ նիկու խացականը դոմբլուն ֆալայավատտար արախկանը ացֆորստալվորս ձրցից սավդաջիրատ արաստա տրանսպորտը մերզու ռեսուրս տվադլ պարլամենտուն կոմիտետը սարդար ալբուրտալալ ակցին Свартохмата годамел, кацета назун саборта, ама арендатора думантл розы каненц. Нам надо определиться с тем, что крайняя точка выдачи земельного участка к устью реки, вот эта зона, по мнению комитета, во всяком случае, которую мы сейчас будем обсуждать, должна быть минимум 100 метров. Минимум. Нам надо жестко обозначить вот эту градацию, что 100 метров от кромки, от края естественного обозначения реки должна быть свободная зона для всех жителей, чтобы там земли не выдавались. Суть вообще нашего комитета на сегодняшний день конкретно в этом. Как вы на это смотрите и какие шаги нам надо предпринять, чтобы вот это именно зафиксировать законодательно? Вот Минюст, Алена Валерьевна тоже приглашена, чтобы она нам тоже объяснила, как нам это лучше сделать, чтобы это работало. Все, что вы сказали, это все прописано в проекте Водного кодекса. Я предлагаю встречное предложение, обсудить его и срочно принять. Там все прописано. И расстояние от береговой полосы и зоны свободного доступа, и берегозащитной полосы, и прибрежной защитной полосы, и водоохранной зоны, все так прописано. На какой стадии сейчас закон о водном, то есть водный кодекс республики уже? Водный кодекс был принят правительством и переслан в парламент в 2013 году. В 2016 году под руководством председателя комитета парламента по промышленности были обсуждены и сделаны замечания, которые были исправлены. Сейчас он в окончательной стадии. Но еще раз можно его обсудить по желанию. То есть прочитать его всего, собраться и внести в него коррективы. Потому что вот насчет 100 метров, например, там от береговой полосы в нашем водном кодексе предлагается 20 метров. Зона свободного доступа. И вы предлагаете оставить в таком? Вот это вот надо прийти к консенсусу. Ռոյոնտը կուղտորյական ջտա զախը ֆոտ գուտախիցան կանեն ղտտոջն ծույ կանեն զդուամին ըրտնդասամոզը ռոյսկա ոգավարդել նովատ տորասի ֆեդերացի զոկատել կադամը նախի մավծեֆ ադստախանը զոկուն իսնիր ցաուատ Յուստիցի մինիստրոդը ըրդգայ զախը ֆոտ գուտա ռեգիստրացիոն կոստը զոկուն խալդնի կցավը զարգադոմդա արենդատրտան կոնկրետուն արանտաբոց սամունն ամա սաբոֆիդոր կանեն բորոդունը գդոյ նովատ նուգ բոզրտա սեմա սարոզն На сегодняшний день мы руководствуемся указанным постановлением, что озвучивали Водный кодекс Российской Федерации в части, где это не противоречит. Плюс Водный кодекс нам дают отсылку на Земельный кодекс Российской Федерации. Соответственно, у нас нет своего земельного, мы руководствуемся российским. И вот он нам говорит, договор аренды земельного участка, находящегося в государственной муниципальной собственности и расположенного в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, заключается при условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования. То есть, если даже вы охранные зоны устанавливаете, запрета на предоставление там в аренду земельного участка нету, в российском законодательстве нету. А мы же руководствуемся в отсутствии нашего их законодательства. Соответственно, если вы хотите это внести, вы должны это внести в кодекс. В наш. И прописать, что запрещено в пределах береговой полосы столько-то метров предоставлять в аренду. На сегодняшний день в их арендах соблюдены все нормы законодательства, которые у нас предусмотрены. Вот для наглядности один договор аренды. Уже прибрежная полоса лис,
При этом он согласован со всеми комитетами природоохраны, але согласование Да. Плюс в законе прописано, что он обязан обеспечить свободный доступ. Если он этого не делает и зафиксированы такие нарушения какие-то, то, соответственно, есть соответствующие службы, которые ему предписания пишут, изымают этот земельный участок. Все так. На сегодняшний день при регистрации нарушений закона нет. Другой вопрос, если у вас есть такое пожелание, вы выходите с инициативой, законодательно это закрепляем, дальше уже регистрация прекращается и предоставление в том числе. Саққуд تاعصفار استفاده البانستان کتوی کمیته کستخواد ایساگینه депутат тадар. Мохманера нафта соразамир бодамир конкретно не то что Цхинвалский район, на пане республика видят речка не форсна Цхинвалский район или чифанде захтате, водене конкурс федем кутамене захта что доступан да не кадда хинама хинсини дохасма да бохс. Фала дели камнафта назад что ما бохизой на территорию. كانوا خكان قدر كمسكر جامع چیلی رفته زدن بود از یافت پروست درست کرد توی سعی مفروض ما خیزار ما مقیق دارم ما چی من خیزار بیرات رفته زدن بود کنی سخت که دادم مسئول خستن چی درته я свободный ток уйти از اون دوست что زمین بابا باقی از راستو وادای منم چی داد تو میاد با بمبارون کنه شخوزه شش من جیگان نرازن شمن جنای گنا نرازن کیون گای نه مزو مثل در کاخیزو بعدم значит چی میاد تو آدمی حضور نیست آدم راز نیست زوگم تا در نوید خیش اما ایوت آدم شدن این بارانسام او کماندار چی هم بارو میچینی هم بارو دولنده من های پرستیدنم на фигурный кодекс кашуари, но что-то все смотреть канал, видя, маджи бохаса, мы ушли, шуафанды, мана, то есть, оштака, шабет конкретно что, грубо говоря, мы чиним боруду надо, то свой конкурс, мана офтай канал, офтатавай канал, цвета канал не шал мойкой, захмойкой то не канал шал, вот так уж и бенотно. Предлагаю акцентировать внимание на исполнение законодательства Республики Южная Осетия, которое регулирует данную сферу правоотношений. Что нужно сделать? Орган, ответственный за исполнение данного законодательства, должны провести соответствующую работу по, во-первых, разъяснению населения, правовых аспектов, которые у нас существуют. И второе, запретить в пределах водоохранной зоны перегораживать доступ к водным объектам. Это следует из норм законодательства. И следует, чтобы те участки, которые сейчас уже отделены, которые подходят вплотную, чтобы они вынесли свои изгороди. Если даже у них аренда есть, но это не, если даже они у них состоят в аренде, это не значит, что они могут ограничивать доступ. То есть у нас и сегодня удобно рончаю захай участвуют. Давать фара долдан доступ на гелема долдан сравнительный доступ. Он водоохранный зоны. В любом случае будет настаивать на законодательном уровне, чтобы водоохранные зоны были по всем рекам Южной Осетии не менее 100 метров, где это позволяет ландшафт, где это позволяет не затрагивать домовладения, которые там находятся. Потому что в любом случае, какие бы мы доп. Соглашения не принимали, должно быть четко обозначено, что эти 100 метров, где строить, закрывать, перекрывать никому не позволено. Դոմ բլգարատտա ֆլդար ռոյունտը տերիտորի թամքայ խոնց ու մագասկա կամիտետ անաման կագլբան մոտտա ռոյունտը կուղտարի վական ջետայ ալքացեդար խիցանայ ու նոֆամը ֆախունն զախը ֆաուտկուտա լավարցավը ֆալա բազար դեցը դումանտայս վդուն ֆադլ նայ ըխաստ բարձ контроль զախկա. Представители Минюста говорят, что прежде всего по законодательству доступ к водным артериям абсолютно по нашему сегодняшнему действующему законодательству абсолютно должен быть свободен. Первое. Второе. Есть определенные проблемы с так называемым вот этим доступом, чтобы между участками, которые выдаются на прибрежных территориях, должны быть определенные проходы, проезды. Второе. Комитет по недропользованию предлагает
вернуться к обсуждению водного кодекса, который был принят правительством в 2016 году, и доработать его с учетом того, чтобы конкретно каждая наша река была определена и водоохранные зоны тоже по конкретной нашей реке были обозначены. По предложению депутатского корпуса самое важное, на чем мы остановились, какие бы законы не были нами приняты, в любом случае исполнение самое важное и самое главное. Если мы примем, а вы исполнительная власть и вообще их исполнять не будут, то ничего не получится. Wada komitete radiorabatmal fetsagrad fachundauzen schinvare reunik uxtariagat. Zirt sauzen al dar bonison gunduovar embelun fatgare verenil. Seraj derta arindatareme adamxsan dune ema erzun resurstay payda kenen qottaje konkretun aran tasfidar kenenil. Ama sinsa kontrol fakarzdar kenenil.